девочки. Здравствуйте, уважаемые коллеги, слушатели. Все ли меня видят, все ли меня слышат? Если у нас со звуком все хорошо, поставьте, пожалуйста, в чате плюс. Угу. Елена нас видит, слышит, спасибо. Итак, вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа детский сад номер 1» города Воркуты. Наше учреждение, сейчас, секундочку, переключусь. Наше учреждение реализует инновационный проект «Центр консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями «Мы рядом». В рамках мероприятий ведомственной целевой программы развития современных механизмов и технологий дошкольного и начального общего образования государственной программы Российской Федерации развития образования. С информацией о нашем консультационном центре, о специалистах, оказывающих бесплатную методическую, психолого-педагогическую и консультационную помощь, вы можете ознакомиться на страничке «Консультационный центр» официального сайта нашего учреждения. Реквизиты нашего сайта вы видите на экране. Мы являемся сотрудниками данного центра и готовы провести, повторюсь, бесплатную консультацию для родителей детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. Консультации могут быть не только очные, но и дистанционные, по телефону. Вы можете задавать свои вопросы по нашей электронной почте, а также посредством интернет-приемной, ссылочка на которую размещена на страничке «Консультационный центр». В конце нашего вебинара на крайнем слайде вы увидите абсолютно все реквизиты и телефоны, и адрес электронной почты для связи с нами. По любому интересующему вас вопросу обращайтесь к нашему специалисту. И сегодня, уважаемые слушатели, мы предлагаем рассмотреть и обсудить очень важные вопросы о развитии ориентировки в пространстве ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушением зрения, об инновационных методиках развития пространственных представлений и ориентации у дошколят, о том, как научить детей употреблять правильно предлоги, и об играх, направленных на формирование пространственных представлений. Уважаемые родители и коллеги, в ходе нашего вебинара у вас есть возможность задавать вопросы нашим специалистам напрямую, прямо в чате. И в течение нашего вебинара мы обязательно на них ответим. А сейчас, уважаемые слушатели, я представляю слово учителю-дефектологу нашего учреждения Акимовой Ольге Владимировне. Доброе утро, Ольга Владимировна. Здравствуйте. И Ольга Владимировна раскроет же такой вопрос, который интересует многих родителей. Что же такое ориентировка в пространстве и как надо ее развивать у наших дошколят с ограниченными возможностями здоровья и в том числе по зрению? Ольга Владимировна, вам слово. Ориентировка в пространстве – это актуальная проблема, входящая в сферу социальной адаптации детей с нарушением развития. Я предлагаю вам побыть немножко дошколятами и взять листок бумаги и карандаш или ручку и нарисовать вот такую табличку. Давайте поиграем. Посчитайте клеточки слева направо. Сколько их? Можете в чате писать, уважаемые слушатели. Итак, сколько? Ольга Владимировна, повторите, пожалуйста, вопрос. Их 6, правильно, молодцы. В верхней правой клеточке начертите квадрат. Слева от нее начертите треугольник. В правой клеточке начертите круг. Ой, в первой клеточке начертите круг. В нижнем углу справа начертите квадрат. Слева от него начертите то, что изображено во второй клеточке. В четвертой клеточке начертите то, что изображено перед второй клеточкой.
Ну, что у вас получилось? Интересно. А должно получиться вот что. Это самое простое упражнение, которое дается дошкольникам. Вы справились с этим упражнением? Было Молодцы. сложно, да, уважаемые слушатели? Да. Некоторым детям сложно, и это означает, что пространственное представление у ребенка нарушено. Ученик с нарушением ориентировки в пространстве испытывает в школе трудности при освоении русского языка, понимании текста. Я вам хочу сказать, не только с 1 по 4 класс, но и далее. Кроме того, возникают трудности с изучением геометрии, физики, предметов, которые требуют хорошо развитых пространственных представлений. И что же включает в себя пространственная ориентировка? Это особый вид восприятия, который обеспечивается единством работы зрительного, слухового и кинестетического восприятия мышления. Каждый ребенок-дошкольник к моменту поступления в 1 класс должен уметь ориентироваться в схеме собственного тела, определять расположение предметов в ближнем и дальнем пространстве, моделировать пространственное расположение предметов, определять направление движения, ориентироваться на поле листа. Как же происходит освоение и развлечение ребенка в пространстве? Оно складывается постепенно и проходит поэтапно. Только освоив предыдущий этап, ребенок сможет перейти к следующему. Как же выявить дома, например, что у ребенка нарушена пространственная ориентировка? Я вам предлагаю провести пробу Хеда. Сначала простой вариант. Инструкция такая. Подними левую руку. Начинать надо только с левой руки. Покажи правый глаз, левую ногу. Если задание выполнено, то переходите к следующему. Если нет, то прекращайте. То уже понятно, что ребенок не ориентируется в пространстве. Если он выполнил эту инструкцию, то можно дальше дать такое задание. Возьми с левой рукой за правое ухо, правой рукой за правое ухо, правой рукой за левое ухо. Покажи левой рукой правый глаз. Уважаемые слушатели, если вы увидели, что ваш ребенок не ориентируется в пространстве, как же научить его различать правую и левую сторону? Сначала учим ребенка ориентироваться по вертикальной оси, то есть вверх и низ, и по горизонтальной оси, спереди и сзади. Учим понимать, использовать предлоги «за», «перед», «над», «под», слова «впереди», «сзади», «вверху», «внизу». Как же происходит первый этап знакомства с вертикальной осью? Этот этап удобно проводить перед большим зеркалом. Представьте себе, что вы рассматриваете свое отражение. Что находится вверху? Конечно же, голова. Что находится внизу? Ноги. После того, как мы уточнили направление вверх и вниз, целесообразно изучить схему лица. Что находится посередине лица? Как вы думаете? И дети тоже, большинство детей выбирают нос. Я предлагаю вам поиграть в игру «Путешествие ладошки». Задание может выглядеть так. Твоя ладошку поднести к бровям, и ладошка едет от бровей вниз. И перечисляем, мимо каких частей тела проезжает наша ладошка. После этого, поскольку рука двигалась вниз,
делается закономерный вывод. Все, мимо чего проезжали руки, находится ниже бровей. Аналогичным образом движение вверх, например, относительно рта с использованием зеркала. Впоследствии необходимость движения руки отпадает. Дальнейшая задача – это уже визуализация задания. Например, можно поиграть в такую игру. Я задумала часть лица. Она находится выше, чем брови, но ниже, чем волосы. Что за часть лица я загадала? Как вы думаете? Лоб. Правильно. Аналогично проводятся работы с отработкой частей тела по вертикальной оси, с частями тела. Уважаемые родители, рассматривая с ребенком картинки, обращайте внимание на предметы, которые находятся вверху и внизу. Выполняя практические действия, дети дошкольного возраста лучше воспринимают информацию, поэтому полезны такие упражнения, как найти шарик, который выше всех, и раскрась его в красный цвет. А теперь найди шарик, который находится ниже всех, и раскрась его в синий цвет. Следующий этап – это знакомство с горизонтальной осью. Он происходит следующим образом. Прошу ребенка назвать все предметы, находящиеся перед ним. Аналогично проводится работа с направлением сзади. После того, как ребенок освоит вертикальную и горизонтальную ось, мы переходим к следующему этапу к ориентировке на собственном теле. Учим различать правую и левую сторону. Формирование у детей развлечения правой и левой стороны происходит с значительным затруднением. Чтобы облегчить усвоение данной задачи, мы используем тактильные ориентиры. На каждом занятии на правую руку одеваем резинку. Как правило, это красная резинка. Акцентируем внимание на том, что резинку мы всегда одеваем на правую руку. Наденьте красную резинку на правую руку, а на левую – зеленую. Вытяните правую руку в сторону и посмотрите, что находится справа. Опустите руку. Вытяните руку в левую сторону. Посмотрите, что находится слева. В данном случае тренируется тактильная память, которая у каждого ребенка на разном уровне развития, она разная. Одному ребенку достаточно 1-2 раза надеть на резинку на руку, и он запомнит, где правая рука. Другому ребенку требуется больше времени, чтобы освоить данный навык. Здесь педагог или мама может дать задание нарисовать на правой руке. Вот, допустим, нарисовали ладошки ребенка, и можете дать такие задания. Нарисуй на правой руке часы с красным браслетом, а на левой зеленым. В дальнейшем, пользуясь зрительной памятью в аналогичных упражнениях, дети будут обходиться уже без ориентиров. Для ориентировки в пространстве полезны физминутки, которые используются и педагогами, и я могу предложить вам такую простую физминутку, которая называется «Приключения Незнайки». Представь себя незнайкой. Я говорю, а ты выполняешь происходящее. Вот Незнайка вышел из дома, поднял голову вверх. Ах, какое солнышко! Прищурил левый глаз, прикрыл его ладошкой. Посмотрел на солнышко. Прищурил правый глаз, посмотрел на солнышко. Опустил голову. А что это? Неужели лужа? Незнайка носком левой ноги коснулся лужи. Потом носком правой ноги коснулся лужи.
Точно лужа. Дай-ка я ее перепрыгну. Подумал Незнайка. Сделал 2 шага назад, оттолкнулся правой ногой и прыгнул. Упал на левое колено. Больно, потер левое колено правой ладошкой. Потом встал, держась за левое колено правой рукой, обошел лужу и отправился домой. С помощью зрительных и ориентиров и тактильной памяти можно легко закреплять направление в различных играх. Наденьте красную резинку на правую руку, зеленую на левую и станьте друг напротив друга. Дотронься до левой руки мамы, до правого ушка Лены. Первое время без дополнительных ориентиров выполнение таких упражнений очень затруднено. И мы подошли к самому интересному, к работе по обучению детей ориентировки на микроплоскости, то есть на листе бумаги. Мы учим находить вверх, вниз, вправо, лево, правый верхний угол, нижний левый верхний угол и так далее. Это работа по клеточкам, это любимые графические диктанты детьми, когда у них получается сделать по клеточкам изображение какого-нибудь предмета. Это работа с геометрическими фигурами, ну и так далее. При выполнении заданий и упражнений по ориентировке в пространстве развивается пространственное мышление. Дети учатся внимательно слушать инструкции, запоминать и выполнять их. Развиваются все психические процессы, а также самоконтроль, терпение, настойчивость, усидчивость, все качества, которые так необходимы дальнейшим первоклассникам. При поступлении ребенка в школу начинается новый этап приобретения знаний, умений и навыков в области освоения пространства. Изучение письменных знаков связано с развитием пространственного различения их формы, положения, величины. А с началом письма по диктовку и с представлением о пространственных признаках графем. Поэтому основу, фундамент навыка ориентировки ребенок должен освоить уже в дошкольном детстве, возрасте. Спасибо, Ольга Владимировна, за столь ценные, интересные и в то же время простые к применению в домашних условиях игр и упражнений. Спасибо, Ольга Владимировна. Спасибо за внимание. И продолжит тему развития пространственных представлений педагог-психолог нашего учреждения Самцова Альбина Ивановна. Доброе утро, Альбина Ивановна. Здравствуйте, уважаемые коллеги и родители. Дошкольный возраст – время активного формирования пространственных представлений. В развитии пространственных понятий и методов ориентации в пространстве участвуют разнообразные анализаторы, такие как кинестетический, тактильный, визуальный и акустический. Пространственные понятия, хотя и образуются заблаговременно, считаются наиболее трудным процессом, нежели способность отличать качество предметов. Формирование пространственных представлений является значимым посылом для социальной адаптации дошкольников и их последующего обучения в школе. Уровень интеллектуального развития дошкольников напрямую зависит от сформированности пространственных понятий и ориентировок в пространстве. Их несформированность к окончанию дошкольного возраста является ключевым фактором, вызывающим затруднения при овладении ребенком многоцелевых учебных умений. Аналогичные отклонения в развитии выражаются в патологиях графической деятельности, при чтении, письме, во владении операциями и другое. При формировании пространственной ориентировки у дошкольников взрослый должен налаживать комплексную систематическую работу с учетом возрастных и психологических особенностей детей различных групп.
Кроме этого, процесс обучения должен содействовать самостоятельному выявлению детьми ключевых свойств и отношений, формированию познавательных способностей ребенка. Включение игры в процесс является одним из путей организации взаимодействия взрослого и ребенка. Это подтверждается значимостью игры в жизни дошкольника. Уважаемые родители, коллеги, предлагаю вам познакомиться с авторскими разработками педагога-психолога Мордовского Александра Викторовича, которые я использую в своей работе. Пожалуйста, внимание на экран. Методический комплект сенсорной пластины используется в индивидуальной работе с детьми от 5 лет. Комплект предполагает проведение упражнений как при полном сенсорном контроле, так и при условно изолированном тактильном канале. Упражнение существенно активизирует мозговую деятельность в виде нагрузки счет, выстраивания числовых последовательностей, улучшает память, произвольное внимание, межполушарное взаимодействие и пространственную ориентировку. Занятия с комплектом способствуют созданию условий для более качественного усвоения новых знаний, что позволяет повысить учебную мотивацию школьника и самооценку дошкольника. Комплект сенсорной пластины успешно используется при подготовке детей в школе, при работе с детьми школьного возраста, с одаренными детьми, с детьми, имеющими диагноз ЗПР, а также со слабовидящими и слепыми детьми. Комплект сенсорной пластины предназначен для проведения коррекционно-развивающих занятий педагогами, психологами, воспитателями, логопедами, дефектологами и даже могут использоваться активными родителями. Данную методику можно приобрести на сайте студии VL. Связи между зрительным анализом и движением руки не существует с рождения. Они формируются и отлаживаются постепенно, соответствующим видам деятельности. Если ребенок много и с удовольствием строит, конструируется по чертежам, выкладывает мозаичные узоры или панно в соответствии с образцами, рисовывает изображения различных предметов или целые картины, то у него постепенно совершенствуется зрительно-моторная координация, формируется умение точно воспроизводить графические образцы. Если в своей дошкольной деятельности ему редко приходится двигательно-графически копировать какие-либо изображения, то связи между затылочными и зрительными зонами и передними двигательными отделами коры головного мозга даже у детей, которые много рисуют, но не срисовывают, не копируют образцы,
Координация некоординируемая движений цель. глаза и руки Координация может быть движений очень глаза и сложной. руки может быть Достаточный очень уровень сложной. развития Достаточный зрительно-двигательных уровень координаций развития является зрительно-двигательной базовой координации составляющей всех является учебных базовой действий. составляющей всех Ребенку в учебных процессе действий. учебы Ребенку необходимо в процессе одновременно учебы смотреть на необходимо предмет и одновременно описывать то, смотреть что на он предмет и рассматривает. описывать то, что Поэтому он очень рассматривает. важны Поэтому согласованные очень действия важны глаза и руки. согласованные действия При этом глаза и важно, руки. чтобы пальцы При этом понимали и важно, правильно чтобы пальцы обрабатывали понимали ту и правильно информацию, обрабатывали которую дает ту им глаз. информацию, которую Методика дает развития им глаз. зрительно-моторной Методика координации развития как раз и зрительно-моторной предназначена координации для как раз и формирования предназначена связи для между формирования зрительными зонами связи и между двигательными зрительными отделами зонами коры и головного двигательными мозга. отделами Формирование коры головного координации мозга. зрительного Формирование анализа с координации двигательными зрительного реакциями анализа с мелкомоторных двигательными рук. реакциями Развитие мелкомоторных навыка рук. выполнения действий по Развитие зрительно навыка выполнения составленному действий плану по и под зрительно контролем составленному зрения. плану и под Развитие контролем умения зрения. точно воспроизводить Развитие умения графические точно образцы. воспроизводить Формирование графические образцы. сенсорных эталонов Формирование плоских и сенсорных эллиптических эталонов фигур, а плоских также и эллиптических развитие фигур, зрительной а памяти, также произвольного развитие внимания, зрительной памяти, подготовки произвольного руки внимания, ребенка к письму и подготовки руки развития ребенка к письму пространственной и ориентировки. развития К пространственной моменту поступления в ориентировки. школу К моменту ребенок должен поступления в совершенно школу владеть и ребенок должен успешно в совершенстве пользоваться владеть и пространственным успешно словарем, пользоваться предлогами, пространственным наречиями словарем, и другими предлогами, частями речи, наречиями и другими обобщенно частями речи, отражающими знания обобщенно предметно-пространственного отражающими знания о служении. Обратите предметно-пространственном внимание на служении. слайде Обратите внимание написано, на в слайде каком возрасте дети написаны, должны в каком понимать и возрасте дети использовать в должны образной понимать речи и предлоги и использовать в слова. образовой речи предлоги и слова. Демьян, я предлагаю тебе тренироваться на таком интересном тренажере по я развитию тебе пространственного буду говорить, а можно Я задать. тебе буду говорить, ставить все предметы в соответствии Возьми, с пожалуйста, заданным. машину Возьми, и пожалуйста, поставь ее машину на и первом поставь этаже ее гараже на в первом центре этаже в гараже в центре гаража. мотоцикл поставь Мотоцикл спереди поставь машины. спереди машины. Возьми, пожалуйста, стол и Возьми, поставь пожалуйста, на стол этаже и поставь выше на этаже центральной выше центральной комнате. Возьми, пожалуйста, диван и Возьми, поставь пожалуйста, за диван столом и поставь за на столом втором этаже. на втором этаже. Здорово. Возьми, пожалуйста, стулья и Возьми, расставь их пожалуйста, вокруг стулья и стола. расставь их вокруг стола. Умничка. Возьми, пожалуйста, котенка Возьми, и пожалуйста, посади котенка его и посади на его стул справа на от стул справа стола. от стола. На Так. третьем этаже расположи, пожалуйста, маму с Расположи, детьми. пожалуйста, Причем маму с детьми. Мальчика поставь Причем справа от мамы, мальчика поставь справа от мамы, слева. а девочку слева. Папу расположи слева от машины. Слева от машины в гараже. На самом верхнем этаже На расположи самом вертолет. верхнем этаже расположи вертолет. Щенка поставь Щенка справа поставь от мальчика. справа от мальчика. И велосипед поставь там, И где тебе велосипед хочется. поставь там, где тебе хочется. Я, скажи, пожалуйста, где ты поставил Ян, скажи, велосипед? пожалуйста, где ты поставил велосипед? Справа. Давай расположим трактор справа Расположим трактор от машины в центральной части. от машины в центральной части. Ты большой молодец. Ты большой молодец. Уважаемые педагоги, мамы, Уважаемые
дедушки и педагоги, бабушки. мамы и папы, Наблюдайте за дедушки и своими бабушки. детьми, Наблюдайте за импровизируйте, своими детьми, включайте фантазию, импровизируйте, придумывайте включайте свои фантазию, варианты заданий. придумывайте свои Возможности варианты данных заданий. методик не Возможности ограничены. данных методик Желаю не вам ограничены. творческих Желаю успехов. вам творческих успехов. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Альбина Ивановна, за неоценимый опыт работы. А я приглашаю Татьяну Григорьевну, учителя математики, которая продолжит нашу тему и расскажет нам о том, почему же так важно научить детей употреблять предлоги. Спасибо, Наталья Витальевна. Альбина Ивановна уже показала опыт работы с ребенком, который уже не имеет проблем с пониманием и называнием предлогов. Что же такие предлоги? Предлоги – это важные маленькие слова, без которых наша речь была бы непонятной, бедной и некрасивой. Мы учим наших детей слышать и употреблять такие простые предлоги, как, например, «на», «в» и сложные «из-под», «перед». Это сложно выведить предлоги. У детей с нарушением речи часто наблюдаются многочисленные аграмматизмы. Аграмматизмы – это такие нарушения, в котором нет порядка в грамматическом строе речи. При употреблении предлогов это особенно хорошо видно. Например, ребенок абсолютно четко слышит, когда мы ему говорим: «Положи мяч на стол». Ребенок с речевым нарушением понимает четко, что есть понятие «стол», конкретное понятие, есть конкретное понятие «мяч», но он не может понять, в каких они отношениях. Именно поэтому есть смысл поработать с детьми над такими понятиями, как грамматический строй, особенно предлоги. И надо ребенку для начала объяснить значение этих маленьких коротких слов. Они их не слышат, но надо нам привлечь их внимание и объяснить это понятие. Например, предлог «на», если это пространство, обозначает, что лежит на какой-то поверхности. Предлог «в» говорит о том, что это что-то внутри. Обратите внимание, на экране все написано, почитайте, пожалуйста. Значение каждого предлога надо объяснять отдельно. Причем это обязательно должно сопровождаться неоднократным и наглядным, и показом на конкретных предметах. Предлагаю вам игры и упражнения, которые научат вашего ребенка выделять предлоги в речи и правильно составлять предложения с этими предлогами. Эти игры чрезвычайно просты, но очень важны для развития речи детей с нарушением зрения. Ими можно заниматься везде, повсюду. Дома, в автобусе, по дороге домой и так далее. Знакомство с предлогом «на». Объясните, пожалуйста, ребенку значение предлога «на». Например, взрослый говорит: «Вот посмотри, это книга, это стол. Положи книгу на стол». Обязательно надо выделять голосом этот предлог. «Посмотри, шкаф. Я теперь кладу на шкаф». Предложите такую игру. Разложите перед малышом 5-6 предметов. Это игрушка, посуда, школьные принадлежности. А затем четко и внятно, выделяя голосом предлог «на», предложите выполнить такие команды. Поставь кубик на стол. Поставь блюдце на стол. Кубик на кресло. Положи тетрадь на подоконник. Лист бумаги на диван. Когда вы увидите, что ребенок легко выполняет, можете уже не так четко выделять этот предлог в речи. Предлог, маленькое слово, «в» появляется тогда, когда предмет появляется где-то внутри. Например, накрывая стол к обеду или ужину, поиграйте с ребенком. Угадай, куда кладут соль? В еду, да? Соль кладут в пюре, в борщ. Куда кладут сахар? В чай, в пирог и так далее. Закрепляйте предлог в игре «кто где живет». Взрослый спрашивает: где живет кошка? В доме. А где живет собака? В конуре. А где живет курица? А где живет лиса? Где живет лошадь? Вы и расширите слова ребенка и уточните предлог в. Предлог в очень удобно уже из моей практики отрабатывается с противоположным предлогом из. Например, положи карточку в карман. Вытащи карточку из кармана. На антонимах очень легко понимать эти значения этих коротких предлогов. И в результате вам надо обязательно оречевлять каждое ваше действие. Для закрепления с ребенком предлогов можно составить предложение по картинкам, опять же выделяя голосом.
Мальчик вышел из дома. Попросите подумать, чем же отличается на картинке эти действия. Заходит в дом и выходит из дома. При объяснении значений предлогов очень важно использовать предметы предлогов и схемы. Я знаю, что кроме логопедов их очень активно используют учителя иностранного языка. При объяснении значений предлогов важно использовать наглядность и схемы. Обратите внимание, допустим, есть схема предлога «на», и тут же нарисован забор и кошка, котенок, «на». Предлог «над», он вообще плохо воспринимается детьми. Когда я провожу обследование речевого развития детей младших школьников, я всегда дополнительно использую какие-то приемы, чтобы показать, что такое «над». Беру для этого ручку, дайте, пожалуйста, карандаш, у вас близко лежит, и объясняю, где лежит карандаш. Неуверенно дети говорят, на голове. А где теперь карандаш? Они не понимают, я объясняю, что он над головой. А потом уже читаю предложение. Яма над деревом. Но они понимают, что есть какая-то ошибка, но, как правило, приходится еще долго объяснять и понимать, что тут неточность. При объяснении значений надо обязательно показывать, рассказывать и тут же подтверждать это предлогом или разными наглядностями. Предлог «у» – очень интересный предлог. Посмотрите, сколько у него значений в русском языке. Очень много. Предлог значения «у» принадлежности можно закрепить в игре. У кого? У кого добрые глаза? Ну, конечно, у мамы. У кого сильные руки? У папы. У кого копыта? А у кого лапы? У кого хвост? Если ребенок отвечает существительным в именительном падеже и искажает падежную форму, то уточните, поправьте, потому что это очень важно. Я благодарю вас и передаю слово следующему. Сейчас мультфильм, да. Я нашла, кстати, на канале YouTube очень интересный мультфильм, который можно использовать дома. Он как раз для детей с нарушением речи, для того, чтобы познакомить с предлогами. И котенок рыжий делает это замечательно. Включите, пожалуйста, мультфильм. Важный канал «Развивающие мультики». Привет, ребята! Давайте учиться и играть. Я стою под столом. А теперь я стою на столе. Мышка бежит под столом. А я сижу на столе. Мячик лежит под столом. А я лежу на столе. Муха летает над столом. А я лежу на столе. А где лежит мячик? Мячик лежит под столом. Давайте сыграем в прятки. Где же я? Я был за креслом. А сейчас где я? Найдите меня. Я в ящике с игрушками. А сейчас где же я? Я на шкафу. Найдите меня, где же я? Я под стулом. Молодцы, ребят! Давайте закрепим наши знания. Ворона стоит на скамейке. Рыбка плавает в аквариуме.
Колибри летает над цветком. Пока-пока, ребята! До скорых встреч! Ребята! Ребята, нажмите на красную кнопку. Ребята, нажмите на красную кнопку, и вы подпишитесь на... Вот такие интересные существуют обучающие мультики. Так, а что там сегодня? Спасибо большое, Татьяна Григорьевна. И продолжит столь интересную тему, в которой, видите, уважаемые слушатели, сколько есть различных направлений, по которым мы сами можем и должны работать с нашими детками. А Марина Геннадьевна Сира, инструктор по физической культуре, продолжит тему и расскажет нам еще о некоторых играх, которые направлены на формирование пространственных представлений наших дошколят. Здравствуйте, Наталья Витальевна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Одной из наиболее актуальных проблем обучения и воспитания детей с нарушением зрения была и остается проблема ориентировки в пространстве. Для дошкольников с нарушением зрения характерны недостатки развития движений и малая двигательная активность. У них хуже развиты пространственные представления. На своих занятиях по физической культуре мы развиваем ориентировку в пространстве с помощью строевых упражнений, поворот направо-налево, и также с помощью игр, которые я и предлагаю вам. Вы можете этими играми заняться с детьми в домашних условиях. Игры на формирование представлений слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, близко, далеко. Игра «Что справа?». Дети сидят вдоль ковра. По всем сторонам ковра расположены по 5-6 игрушек. Ребенку предлагается вспомнить, где у них правая рука, где левая, что находится с правой стороны, какие игрушки находятся с левой стороны. Также предлагается ребенку встать в центре ковра и назвать, какие игрушки находятся с правой стороны, а какие с левой стороны. Следующий ребенок тоже стоит в центре ковра, но он уже повернут в другую сторону. Спросим теперь, где игрушки? Игрушки уже не справа, впереди, спереди, сзади. Следующая игра на плоту. Дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый стоит на воображаемом плоту. Взрослый задает индивидуальный вопрос детям. При этом постоянно просит их изменить направление. Например, Петя, кто стоит у тебя слева? Маша, кто стоит у тебя сзади? Сережа, кто перед тобой? Все повернулись налево. И продолжаем. Таня, кто стоит от тебя слева? И так далее. Игра «Колокольчик». Все дети сидят на ковре, один из них водящий. Он закрывает глаза. Ведущий отходит в какую-нибудь сторону и звонит в колокольчик. Тот, кто водит, должен назвать, откуда слышен звон. Если называет верно, то этот ребенок становится ведущим. Игра «Скажи наоборот». Эту игру можно проводить как со всеми детьми, так и с одним-двумя. Воспитатель называет пространственные ориентиры, а ребенок, получивший знак, мяч, стрелка, фишка, называет ориентир, противоположный по значению. Например, лево противоположно право, вверх противоположно вниз и так далее. Игра на внимание. Ведущий говорит: дотронься правой рукой до носика, левой до ушка, топните правой ножкой, подмигните левым глазиком и так далее. Игры с мячом направлены на формирование ориентировки в пространстве. Предлагаю вам такие игры. Игра «Мячик прыгает по мне, по груди и по спине». Цель данной игры – упражнять ориентировки на себе и в пространстве. Справа, слева, впереди, сзади. Закреплять в употреблении предлогов. Оборудование в данной игре – мячи различные, тряпичные, теннисные мячи. Дети в данной игре выполняют движения по заданию воспитателя. Воспитатель произносит: в правую руку свой мячик возьми, над головой его подними и перед грудью его подержи. К левой ступне не спеша положи, за спину спрячь и затылка коснись, руку смени и другим улыбнись. Правого плечика мячик коснется и ненадолго
за спинку вернется, с голени правой до к левой ступне, да на живот, не запутаться пне. Игра «Непослушный мяч» направлена на закрепление ориентирования ребенка в правой и левой сторонах собственного тела, закрепление употребления предлогов. Ребенок выполняет движение, дрессирует мяч по команде взрослого. Возьми мяч в левую руку, коснись мячом правого ушка, левого колена, постучи мячом по правой коленочке, по левой и тому подобное. Игра справа, слева, впереди, в обруч точно, попади. Цель данной игры – это закрепление умения ориентироваться в пространстве справа, слева, развитие моторики, ловкости, внимания, памяти, закрепление навыков счета. В данной игре оборудованием являются небольшие обручи двух цветов и мячи. Ребенок с мячом становится между двумя обручами разного цвета, лежащими на полу, а педагог предлагает ребенку следующие задания. Какой обруч находится справа, какой обруч находится слева. Стукни 3 раза мячом правой рукой в желтый обруч, 4 раза в красный обруч. Ну и тому подобное. Игра вправо-влево прокати, только мяч не упусти. В данной игре оборудование – это маленькие мячи или шарики. Дети садятся вокруг стола, мяч прокатывается от одного ребенка к другому. Педагог говорит, задает задание. Саша, кати мяч влево, Катя, прокати вправо к Маше. Куда нужно катить мяч, чтобы он попал к Леше? Важно удерживать мяч на столе. Спасибо большое за внимание. Желаю вам успехов. Всего хорошего. Спасибо, Марина Геннадьевна. Вот такие простые упражнения, которые вы можете очень легко выполнять дома, в домашних условиях, на улице, но насколько сильно они вам помогут. Вы сможете убедиться в этом самостоятельно. Уважаемые родители, коллеги, наша встреча подошла к концу. Мы очень надеемся, что мы смогли вам разобраться в теме, что же такое развитие ориентировки в пространстве у наших дошколят. Мы просим оценить значимость услышанного для вас, увиденного по 10-бальной шкале. Оценочку вы можете ставить в чате. И мы будем вам очень признательны, если вы напишите несколько слов, рекомендаций, пожеланий для наших коллег, чтобы мы могли их учесть в нашей дальнейшей работе. Мы прощаемся с вами. Желаем здоровья вам и вашим близким. Берегите себя и до наших новых встреч. До свидания. Спасибо, Екатерина, за оценку, за отзыв. Спасибо большое. И до новых встреч.